Тема урока – гидродинамика и уравнение Бернулли. Ну, немножечко об этом в 9 классе говорилось еще, но мы с вами повторим. Значит, задачей гидродинамики является по заданным силам изучить состояние движущейся жидкости. То есть здесь мы имеем не уже стационарная неподвижная жидкость, а жидкость, которая течет по трубам. Ну, собственно, то, что связывалось с уравнением неразрывности и прочее, это проходили в 9 классе. Два вида течения – это турбулентное и ламинарное. Ламинарное – это слоистое, турбулентное – это течение жидкости или газов с некоторыми завихрениями. Так вот, важной характеристикой является коэффициент вязкости. Его обозначают буквой «это». Коэффициент вязкости возникает в результате того, что между слоями при ламинарном течении возникает силы трения. Вот как раз это приводит к тому, что возникает такой момент, как вязкость жидкости. Поэтому силу сопротивления здесь, или ее называют сила трения, которая возникает вот при движении жидкости, она зависит от коэффициента вязкости, площади и отношения изменения скорости к дельта H, где дельта H – это расстояние между слоями текущей жидкости. Вот эта вот формула, ну, целесообразно ее запомнить, конечно, не всегда она встречается, но нужно ее запомнить. Вот это отношение дельта V на дельта H получило название градиент скорости. Градиент скорости. Ну, в основном это относится к темам, к вузовским темам, но, тем не менее, вот эту часть нужно знать. Ну и теперь уравнение неразрывности. Я не буду его выводить, я просто напомню, потому что в 9 классе вы выводили S1 на V1 равно S2 на V2. И помните, в тех местах, где сечение больше, скорость течения меньше и наоборот. Мы об этом говорили. Вот теперь давайте рассмотрим уравнение Бернулли. Вот. Пусть у нас имеется некая труба, расположенная, ну, скажем, вот так, под некоторым углом. Вот таким вот образом. Значит, здесь сечение пусть будет S1, здесь сечение S2. Вот, выберем объем. Опять же, если обратить внимание на уравнение неразрывности, помните, что за равные промежутки времени протекают одинаковые объемы жидкости. Вот мы выделим один объем, второй. Здесь расстояние, которое проходит, обозначим L1. Здесь расстояние, которое проходит жидкость за единицу времени, L2 обозначим. Теперь действуют силы. Сюда обозначим сила F1. И на этот вот участок сюда действует сила F2. F2. Вот такая вот сила. Центр массы этой части находится на высоте H1. Здесь находится на высоте H2. Центр масс. Вот этого и вот этого объема. Итак, смотрите, что получается. Эти силы совершают работу. Общая работа складывается из работы на этом участке А1, плюс работа вот на этом участке, на втором участке. Но силы противоположного направления, поэтому понятно, что это будет со знаком минус. Так, теперь работа – это сила умножить на перемещение. Силу сразу расписываем. P1 на S1, это я силу сразу расписал. Формула известная из 7 класса. Умножить на L1. А L1 это что? Скорость, которая вот здесь перемещается, умножить на время. Я сразу напишу V1 умножить на дельта T. Минус P2 на S2, это расписываем опять силу, и расстояние V2 умножить на дельта T. А теперь определим изменение значит, энергии здесь, значит, дельта E. Это у нас будет сумма изменений
кинетической энергии плюс изменение потенциальной энергии. Так, здесь К лучше поставить, да? И кинетической, и потенциальной энергии. Ну вот теперь давайте вот это вот распишем. Значит, изменение кинетической энергии 1/2 ρ. Я сразу расписываю ρ как массу расписываю как ρ умножить на дельта В. Вот известная формула. И здесь у нас получается V2 в квадрате минус V1. То есть я выношу за скобочки и получаю. Дальше плюс изменение потенциальной энергии. Опять же ρ на дельта В, так на G здесь. А здесь у нас получается S2. S2 умножить на L2 и умножить на H2. Минус. Смотрите, что получается. ρ умножить, а вот это есть объем. Сечение умножить на длину. Вот сюда обратим внимание. Сечение умножаем на длину. Это получается у нас объем. То есть объем умножить на плотность, это есть масса. Получается mgh2. Вот. Ну, я думаю, понятно. S1, L1, H1. Вот что. Так, минус все. Теперь давайте помним, что работа равна изменению энергии. Дельта Е. И теперь приравняем. Вот эта вот часть 1/2 ρ дельта В В2 в квадрате минус В1 в квадрате плюс ρ Ж здесь S2 на L2 на H2 минус S1 на L1 на H1. И это равно, а работа у нас, вот она у нас работа, так лучше сюда перейдем. P1 на S1 на V1 дельта T и минус P2 S2 V2 дельта T. Вот такая вот штука у нас получается. Теперь смотрите. S2 на L2 это изменение объема. Здесь то же самое изменение объема. И здесь смотрим V1 на дельта T это L. L умножить на S это тоже изменение объема. Ну, я, чтобы не переписывать, сразу вот так давайте сделаем вот так, вот так, вот так и вот так. То есть дельта V мы сокращаем. И теперь смотрите, что у нас получается. 1/2 ρ. Вот здесь пока так запишем. V2 в квадрате минус V1 в квадрате плюс ρ Ж. А здесь оставим пока так. H2 минус H1. И все это равно P1 минус P2. Вот такая вот штука. Теперь что сделаем? Раскроем здесь скобочки, перемножим все. И здесь тоже раскроем скобочки. И с индексами 1 перенесем в одну сторону. Вот здесь P1 переносим сюда, знак минус, получается здесь минус и здесь минус. А это переносим сюда, будет тоже с минусом. Сразу умножаем на минус единицу. И получаем, значит, вот такую вот формулу. P1 плюс, это сюда, ρ Ж H1 и плюс ρ на V1 в квадрате пополам. И все это будет равно P2 плюс ρ Ж H2 и плюс
ρ на v2 в квадрате пополам. Вот это и есть уравнение Бернулли, где ρgh – это плотность потенциальной энергии, ρ на v1 в квадрате – это плотность кинетической энергии, но P1, P2 – это гидростатическое давление. И если труба будет у нас расположена горизонтально поверхности Земли, то плотность потенциальной энергии будет одинаково, да, и то есть от нее мы можем избавиться. Тогда формула будет проще. P1 ρ на V1 в квадрате пополам и равно. Ну, иногда уравнение Бернулли записывают вот в таком виде. P плюс ρgh плюс ρ на V в квадрате пополам и равно константе. Ну, как вам больше нравится, пожалуйста. Ну, это вот стандартная формула, которую мы вывели.